إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد عباد الله وربي الله. Поистине имущество, деньги – это великое испытание, это великое искушение, это великое обольщение. Сколько людей, как много людей поддались этому искушению, сколько людей, поддавшись этому соблазну, не выдержав это искушение, стали заниматься дачей денег в долг под проценты, стали заниматься ростовщичеством. Сколько людей искусились деньгами и имуществом и забыли Аллаха, забыли поминание Аллаха, оставили намаз, молитву. Сколько людей, поддавшись этому искушению, стали величаться на земле, стали проявлять высокомерие над рабами Аллаха без всякого права. Сколько людей, поддавшись этому соблазну, стали посягать на права других, стали чинить на земле нечестие. И Аллах Субхану ва Тааля, Он говорит: «Иннама амвалукум ва ауладукум фитна, валлаху индаху аджрун азим». И поистине имущество ваше и дети ваши не иначе, как фитна, не иначе, как искушение, а у Аллаха, у Него великая награда. И пророк, алейхиссалату вассалам, он сказал: «Инна ли кулли умматин фитнатан, ва фитнату уммати аль-маль». Поистине у каждой уммы, у каждой общины есть свое искушение, своя фитна. А фитна, искушение моей уммы, моей общины – это аль-маль, это имущество. Раб Аллаха. Первое, что ты должен запомнить, о чем ты должен всегда помнить. Вот это имущество, которое у нас есть, все имущество, абсолютно все, это не наше имущество. Это имущество Аллаха Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит: «Ваатуху мимма лиллахи лази атаку». И давайте им, нуждающимся, из имущества Аллаха, которое Он вам дал. Раб Аллаха, вот это вот имущество земное, которое у нас есть, это всего лишь тленное временное пользование земное. Это всего лишь зинатуль хаяти дунья. То есть украшение вот этой вот земной жизни, бренное, быстро проходящееся. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Аль-малу валь-бануна зинатуль хаяти дунья». Имущество и дети – это украшение земной жизни. И говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Зуйяна линнаси хуббу шахават». من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Разукрашена людям любовь к страстям в виде женщин, в виде детей, в виде полных мер золота, серебра, в виде скакунов меченных сейчас автомобилей, в виде скота, в виде посевов. «Залика матауль хаяти дунья» – это всего лишь временное пользование этого мира, земной жизни. У Аллаха, у Него лучшая награда при возвращении. Человек так устроен, и это усложняет нам это испытание. И это нам показывает какое-то сложное испытание, чтобы никто из нас не пренебрегал этим испытанием, не считал себя стойким и в безопасности от этой фитны, от этого искушения. Человек так устроен по природе своей, он любит деньги, он любит имущество. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ватухиббуна аль-маля хуббан джамма». И любите вы имущество любовью великой. И говорит Аллах Субхану ва Тааля, описывая человека: «Ва иннаху ли хуббил хайри ля шадид». И поистине он в любви его к имуществу, он крепок, он силен. О рабы Аллаха,
Стало быть, вот это вот испытание деньгами, одно из самых сложных, одно из самых главных испытаний и экзаменов, которые человек проходит в этом мире. Аллах Субхану ва Тааля испытывает нас деньгами и имуществом, и имущественным положением нашим в этом мире. Аллах Субхану ва Тааля, есть среди людей такие, кого Он испытывает богатством. Много денег у него. Чтобы посмотреть, этот человек будет благодарен Аллаху или окажется неблагодарным. И среди людей есть такие, которых Аллах Субхану ва Тааля проверяет бедностью, напротив, мало у него имущества, чтобы проверить, этот человек, будет ли он терпеливым, или он окажется тем, которые ропщат, из тех, которые ропщат и которые возмущаются и недовольны. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Валянаблюваннакум». Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Валятублявунна фи амваликум ва анфусикум». Вы непременно будете испытаны через ваше имущество и через ваши души. И Аллах Субхану ва Тааля, милостивый наш Создатель, предупредил нас о том, что будем мы испытаны через деньги наши, через детей наших, через души наши. И Он предостерег нас, предостерег своих рабов в общем от этого искушения имуществом. И особо предостерег Аллах Субхану ва Тааля от того, чтобы вот это имущество не стало для нас искушением, которое нас отведет от поминания Аллаха, уведет нас от намаза, уведет нас от поклонения Аллаху Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Я айюхаллазина аману». О вы, которые уверовали. Если слышишь это обращение в Коране, о вы, которые уверовали, Аллах Субхану ва Тааля сейчас в твое качество имана, к тебе как к верующему обращается. Значит, послушай, что будет дальше. «Я айюхаллазина аману». О вы, которые уверовали. «Ля тульхикум амвалукум ва ля ауладукум ан зикриллах. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ». О вы, которые уверовали, пусть вас не отвлечет имущество ваше и дети ваши от поминания Аллаха. А кто сделает это, то они самые настоящие, потерпевшие убыток, самый настоящий урон. Несмотря на это, как много людей, которые не выдержали этого испытания, поддались этому искушению. Аллах Субхану ва Тааля много в Коране нам рассказывает и приводит таких примеров, когда люди не выдерживают этого испытания. И пророк, алейхиссалату вассалам, ведь он же был милостив к нам. И пророк, алейхиссалату вассалам, поэтому неоднократно, множество раз предостерегает умму свою от этого искушения, от искушения денег. Сподвижник пророка Ибн Мас'уд, Абдулла ибн Мас'уд, ради Аллаху Тааля ан, как-то он раздавал людям деньги. И пришел человек к нему. Дал ему Ибн Мас'уд 1000 дирхамов, сказал ему: «Хузха, ва баракаллаху лака фи». Возьми эти деньги, пусть Аллах даст тебе благодать в этих деньгах, благословение. Но я слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: «Иннама ахлака ман каблакум ад-динару ва дирхам, ва хума мухликакум». Поистине тех, которые жили до вас, погубил динар и дирхам. Динар и дирхам. Деньги, которые были в то время. И они и вас погубят. О рабы Аллаха, сколько людей, кроме тех, кого Аллах Субхану ва Тааля помиловал, погублены динарами и дирхемами, долларами, гривнами, рублями и прочим. Сколько людей, которые либо вообще оставляют намаз, либо если совершает намаз, то что это за намаз? В намазе он думает о своем бизнесе, о своей торговле, о своих торговых точках, о своей прибыли, подсчитывает прибыль, оставляет религию Аллаха. Продает свою вечную жизнь за вот эти вот жалкие обломки мирской жизни. Сколько приходится слышать, как люди из мусульманских стран, из мусульманских республик ради денег, они отправляются куда-то, где они потом продают ради имущества и свою душу, и свое имущество, продают свою честь, забывают, кто они и откуда они,
хотя себя относили прежде к исламу. И послушайте, что сказал пророк, алейхиссалату вассалям, великое предупреждение. Он сказал: «Ма зи'бани джаи'ани, урсила фи ганамин, би афсада лаха мин хирсил мар'i аляль мали ва шарафи лидинихи». Два волка, которые нападают на стадо овец, не портят его, не более портят это стадо овец, чем алчное стремление человека к имуществу и к положению портят его религию. Аллаху акбар. Два волка, которые нападают на стадо, что они сделают с этим стадом? Какой урон они причинят этому стаду? Так вот эти две вещи. Стремление человека к деньгам, к имуществам алчное. И его стремление к положению в обществе, к должности какой-то, к авторитету, к уважению, к значимости, к власти. Вот эти две вещи, они творят с религией такое, что эти два волка со стадом овец не могут сделать. С твоей религией, о раб Аллаха. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Таиб абду динар, ва абду дирхам, ва абду хамиса». Да будет несчастен раб динара, золотой монеты, раб дирхама, серебряной монеты, раб одежды, и ну'тия радия ва ин лам ю'та сахит. Если ему дают, он проявляет довольство. Если ему не дают, проявляет недовольство. Таиса ван такас ва иза шийка фалан такаш. Да будет он несчастен, да придут все дела его в расстройство. И даже если колючка его уколет, пусть не сможет извлечь он эту занозу. Вот такая мольба против такого человека, который отдал свое сердце деньгам, отдал свое сердце имуществу. И сказал пророк, алейхиссалату вассалям: «Ла тазулу кадама абдин яум аль-кияма, хатта юс'аль». Стопы человека в судный день не сойдут с места, пока не ответит за 4 вещи. Ан умрихи фима афнаху. За жизнь свою, годы эти жизненные, на что он их истратил. Ва ан ильмихи фима фа'аля фи. И за знание свое, как он это свое знание применил, как он поступал. Аллах дал тебе религиозное знание, как ты поступал с этим знанием. وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ. И за имущество свое, как заработал его и как он его потратил. وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ. И за тело свое, за организм свой, как он его использовал, как он его износил. Однажды прочитал пророк, алейхиссалату вассалям, аяты из Корана: «Альхакум ат-такасур, хатта зуртум аль-макабир». Увлекла вас страсть к приумножению, пока не посетите вы могилы. А затем сказал: «Якулу ибн Адам, мали, мали, ва халлака я ибн Адам мин малик, илля ма кальта фа афнейт, ау лабиста фа аблейт, ау тасаддакта фа амдейт». Говорит сын человеческий: «Мали, мали, мое имущество, мое имущество». А разве у тебя, сын человеческий, есть какое-то имущество, кроме того, что ты съел, и все, оно исчезло, оно ушло? Или надел на себя и уже износил? Или дал в качестве садака, в качестве милостыни ради Всевышнего, и тем самым увековечил это для себя в виде награды вечной жизни? Абу Зар, сподвижник пророка, алейхиссалату вассалям, известный нам всем. Он говорит: как-то мы шли вместе с пророком, алейхиссалату вассалям, по то, что называется в Медине Аль-Харра, то есть такая равнина есть в Медине, в предместьях Медины. И мы шли по этой равнине, и вдруг перед нами встал Ухуд, гора Ухуд. Подошли к горе Ухуд, и пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Я Абу Зар, о Абу Зар, ляббейка я Расулаллах». Вот я отвечаю, я слушаю тебя, о посланник Аллаха, говорит Абу Зар. «Ма ясурруни анна инди мисла ухудин хаза захабан, ямди алейхи салиса ва инди минху динар». Если бы у меня было бы золото, как вот эта гора Ухуд, то мне бы не хотелось, чтобы прошло 3 дня, и у меня осталось от этого золота что-то, даже динар один, кроме того динара, который я припас бы для уплаты долга. «Илля накуля фи ибадилля хаказа ва хаказа ва хаказа». Я бы обязательно
потратил бы эти деньги на рабов Аллаха, ради Аллаха, вот так, и вот так, и вот так. И показал он направо руками, и налево, и сзади, саллаллаху алейхи вассалям. И потом он сказал, «Инналь аксарина гумуль акаллуна яумуль кияма». Поистине те, у кого больше всего сейчас денег, они будут самыми обездоленными в судный день. Илля ман каля хаказа ва хаказа, кроме тех, которые делали вот так и вот так, то есть поступали со своим имуществом, тратя его на пути Аллаха субхану ва тааля, ва калилум махум. Но как мало таковых, заключил пророк, алейхиссалату вассалам. И подобная же история была с Абу Зарром еще в Мекке. Он говорит, что я подошел, увидел пророка, алейхиссалату вассалам, что он сидит в тени Каабы. Сидит, и вдруг он произнес, «Гумуль ахсаруна яумуль кияма», они, которые понесли самый сильный урон в судный день. Абу Зар испугался. Может, он подумал, что может это по поводу него что-то не спаслал Всевышний Аллах. Он испугался. Он присел возле пророка, алейхиссалату вассалам, потом поднялся и сказал, «Да будут отец мой и мать моя выкупом за тебя, о посланник Аллаха». Кто эти? Аль-Ахсарун, которые потерпят самый сильный урон. Он сказал, «Гумуль аксаруна амваля», это те, у которых больше всего денег, кроме тех, «Илля ман каля хаказа ва хаказа», кроме тех, которые тратили его вот так и вот так. Тратили на пути Аллаха субхану ва тааля, показал направо и налево. «Ва калилум махум», но мало таковых. Итак, у рабы Аллаха, это имущество, это фитна, это искушение, это испытание, которое не проходят многие из людей, теряют свою честь люди из-за денег. Совершают беззаконие, несправедливость из-за денег. Посягают на людей из-за денег. Убивают из-за денег. Рвут родственные связи из-за денег. С матерью и отцом не разговаривают из-за денег. С соседями ссорятся, с близкими из-за денег. Человек продает свою религию, свой иман за вот эти вот жалкие обломки земной жизни. Пророк, алейхиссалату вассалам, поэтому так воспитывал свою уму, своих сподвижников, чтобы они были крепкими перед этим испытанием, предостерегая их от него. И он приводил примеры. Приводил примеры того, как держатся люди стойко, как проходит стойко это испытание, и как проявляют терпение в этом. И вот один из таких примеров, из которого мы все с вами должны извлечь вывод, для нас должен стать примером. Этот пример, это пример слепого человека, одного слепого человека, который был испытан деньгами, был испытан богатством, но он проявил терпение. Он знал, что это дар от Аллаха субхану ва тааля и проверка для него. И он прошел эту проверку, и Аллах субхану ва тааля добавил ему имущество, сохранив ему его имущество. И человек этот получил успех, и да будет, и да послужит для нас эта история про этого слепого человека, для всех нас, назиданием. Акулю азаль кауль вастагфируллах ли ва лакум.